Я водителем был в армии. Школьники гимназии «Марьям» знакомятся со свидетелем последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции Мустафой Добриевым. В 1986 году Мустафа оказался в зоне отчуждения через 2 месяца после взрыва на 4-м энергоблоке. В этом году со дня самой крупной катастрофы в истории мирного атома исполняется 35 лет. Этому событию в музее МВД посвящена отдельная экспозиция. В числе первых ликвидаторов последствий было 6 ингушских представителей. Среди материалов о них в музее есть и фотографии Мустафы в Чернобыле. На тот момент Добриеву было 18 лет. Деревня Людвиново. Мы расположились. Это если посчитать по дороге 14 километров от Чернобыля, от города, от реактора. А так на перелез 8 километров. Реактор был виден через поля, смотришь там. Наши командиры, они даже не знали, что такое реакция, даже не могли сами даже. Радиация и саморадиация. И, конечно, это неизвестность, что с нами будет, что случится. Даже об этом и не думали. Лично по себе я скажу. Ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м блоке станции проводились испытания турбогенератора. 1 час и 23 минуты на энергоблоке произошел взрыв и пожар. Не удалось безопасно заглушить реактор. В окружающую среду попало колоссальное количество радиоактивных веществ. В 2005 году ученые пришли к выводу, что от радиационного облучения в результате аварии могло погибнуть в общей сложности более 4000 человек. В Чернобыль тогда было направлено более 500 тысяч ликвидаторов и более 200 миллиардов долларов на ликвидацию. Там были выброшены в воздух различные изотопы самых разных, использующихся в производстве атомной электроэнергии радиоактивных элементов. Но большинство из них с коротким периодом полураспада. Сейчас прошло 35 лет, но до сих пор рана, которую нанес человек своими неосторожными действиями в природе, полностью не залечена. Мустафа Добриев провел в Чернобыле более 4 месяцев. Школьники интересуются, как отразилось это пребывание на его здоровье. Ингушский чернобылец не скрывает, после возвращения долгое время лечился. Были проблемы с памятью. Однако последствия катастрофы, состояние людей и окружающей среды помнит отчетливо. Признается, тяжелее всего было наблюдать за болью людей, которым пришлось в один момент все бросить и покинуть родные места. Машину обрабатывали специальным химическим составом 2 раза. То есть, чтобы это называлось 30-километровая зона, где мы находились. Это самая опасная зона. Мы видим людей, толпами людей в свои дома не пускают. Людей из деревень, из населенных пунктов. Оттуда вывезли даже их, вообще не спрашивали военные. Даже не могли ничего с собой брать, потому что все это заражено. Спустя 8 лет, в 1995 году, Мустафа начинает служить в органах МВД. В 1999 ушел на пенсию по состоянию здоровья. Вскоре стал одним из основателей комитета чернобыльцев Ингушетии. Многие из учащихся о подробностях техногенной катастрофы сегодня услышали впервые. Больше, наверное, здесь хочется узнать о том, как проходила служба, больше этих самих ингушей. То есть как они справились с этой проблемой. Ведь было много достаточно направлено на это средств. Могу сказать, что это страшная авария, в которой запомнится на всю жизнь многим людям. В частности, бывшего СССР. Люди, которые там служили, были мужчинами с большой буквы. Школьники также познакомились и с другими экспозициями музея. Здесь хранятся уникальные материалы о сотрудниках, начиная с 1784 года. Среди них истории генералов царской армии, полных георгиевских кавалеров, всадников дикой дивизии. Информация о всех начальниках со дня основания МВД. И более 400 фотографий погибших сотрудников внутренних дел. Завершили экскурсию в музей памятным фото. Диана Дударова, Магомед Даскиев. Новости 24.